Так, друзья, приветствую всех. Сегодня мы на одном из самых значимых спортивных событий нашего города. А это наша команда «Жаик», новая обновленная, играет в Кубке Казахстана. Давайте посмотрим, как пройдет игра. В первую очередь администрация города уделила очень серьезное внимание безопасности. В том числе противопожарной безопасности и общественной безопасности. На матче был грузовик пожарной машины. И, конечно же, особый отряд назначения полиции и даже боевая машина бронированная. Безопасность прежде всего. И, конечно же, спасибо нашей медицине, карета скорой помощи на случай чрезвычайных ситуаций, тут как тут. Отряд особого назначения обеспечивает нам порядок на этом мероприятии, чтобы наше мероприятие проходило мирно. Спасибо, ребята, за вашу работу. Давайте, друзья, поблагодарим сотрудников и скажем им всем спасибо и поставим лайки на мой канал. А первый тайм начался очень резво. И после активного и агрессивного стартового штурма «Жаика» в ходе очередной верховой борьбы защитник «Жаика» мощно вынес мяч за пределы поля. Один из болельщиков «Жаика» не растерялся, а технично отбил его головой. Но уже на 26-й минуте после передачи Баужану Омарову счет матча открыл Мухамеджанов и вывел команду «Жаик» вперед. Но уже на 37-й минуте Кайрат восстановил равновесие усилиями Азамата Турарбаева. Давайте, друзья, вместе поддержим нашу команду «Жаик» и ставим лайки, подписываемся на мой канал. В то время, когда я находился в фан-зоне нашей команды «Жаик», я, к сожалению, не успел заснять, как Кайрат забил второй гол. И последний гол в этом матче на 84-й минуте забил молодой нападающий Кайрата Мирас Аразов. Почему? Реализация плохая, не упускают момент.